Хотите окунуться в яркие краски дикой природы? Подружиться с туканом? Погладить малыша Гиббона? Спешите! Выставка «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Здравствуйте! В эфире выпуск новостей. Информационную картину дня представят мои коллеги и я, Анастасия Маслова. Коротко о главном. Улыбка – лекарство от стресса. В Туве День здоровья отметили акции на площади Арбата. И образование, и военная подготовка. В Тувинском госуниверситете готовится к открытию военной кафедры. Возвращение домой. Косули, зимовавшие в Пихемском районе, уходят в Красноярский край. Уникальные кадры нашего оператора. Об этом и не только подробнее. 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. В Туве в этом году он проходит под лозунгом «Улыбка – лекарство от стресса». На площади Арбата всем прохожим раздавали информационные буклеты, листовки и рассказывали, как сохранить здоровье и продлить физическую активность. День здоровья проводится для того, чтобы люди задумывались, насколько важно и ценно здоровье и как нужно себя вести, чтобы сохранять его не только себе, но и окружающим. Всемирный день здоровья каждый год проводит по определенным темам. В этом году его лозунг «Улыбка – лекарство от стресса». В 2017 году данная акция приурочена к депрессии. В республике дела, конечно, обстоят, каждый третий страдает депрессией. И в настоящее время, конечно, учитывая, что люди более осведомленные стали, более информированные, они стали обращаться к специалистам. Кроме того, на Арбате сотрудники республиканского психиатрического диспансера развернули площадки, где люди могли на месте провериться на наличие депрессии. Также медики рассказывали людям, как не поддаваться плохому настроению и усталости. Независимо от места жительства, стресс касается каждого – молодых и пожилых, мужчин и женщин, богатых и бедных. Именно поэтому во Всемирный день здоровья доктора призывают население республики чаще улыбаться. Всемирный день здоровья – это глобальная кампания, которая направлена на привлечение внимания каждого жителя нашей планеты к проблемам здоровья. Так, вместе с сотрудниками Центра медицинской профилактики на пропаганду здорового образа жизни вышла и молодежь Кызыла. Мы здесь, чтобы помочь людям, потянуть их на здоровый образ жизни, чтобы дарить им улыбку. Улыбайтесь чаще. Борьба с болезнями зависит не только от работы врачей. Ее успех связан с пониманием и желанием людей создать для себя более здоровое будущее, предотвратить разрушение собственной среды обитания и изменить свое поведение. Чинчи Самбуга, Эрес Ховалых, Диана Баймбугус, телекомпания «Новый век». В республике началась реализация проекта «Тува. Территория мужества», нацеленного на военно-патриотическое воспитание молодежи. На сегодняшний день многое уже сделано. Реконструированы спортобъекты. В Туве дислоцируется 55-я горная мотострелковая бригада со спортивной роты, кадетский класс, отряды юной армии в школах Кызыла. Сейчас прорабатывается возможность организации спортзалов, военно-патриотических клубов. Кроме того, уже 1 сентября на базе Тувинского госуниверситета начнет работу военная кафедра. Глава Тувы Шалбан Караул провел встречу с ректором Тувинского госуниверситета Ольгой Хомушко, где она представила начальника военной кафедры подполковника Олега Калинина. Он приступил к работе с 1 апреля. Начальник военной кафедры направлен в ВУЗ министром обороны России. Сейчас идет набор преподавательского состава и студентов. Открытие военной кафедры на базе Тувинского госуниверситета – это историческое событие, ведь таких в стране всего 5. Она даст возможность для молодых людей региона получить вместе с образованием военную подготовку, подчеркнул глава Тувы Шалбан Караул на встрече с ректором университета и начальником военной кафедры Олегом Калининым. Я вижу очень хороший выход. Я поздравляю вас. Очень надеюсь на вашу поддержку, что здесь... То, что доверились республике и приехали сюда, тоже это очень важно. Очень бы хотелось, чтобы побольше было здесь специалистов разного, все военные. Глава Тувы рекомендовал наладить тесное сотрудничество с 55-й мотострелковой горной бригадой. Олег Калинин объяснил, что обращение ректора университета в адрес командующего войсками округа подписано, а это сотрудничество будет обеспечено. У нас будет чисто направление подготовки мотострелковое. То есть мы готовим только солдатов и сержантов для мотострелковых войск. Пути, которые у них открываются в дальнейшем векторе дальнейшего развития, в принципе, я обрисовал. Начиная от гражданской службы, то есть муниципальная служба, госслужба, и заканчивая именно военной службой, то есть начиная с 55-й легкой бригады,
горные и пограничные войска. То есть На встрече представили проекты по обустройству территории. Общественная организация «Боевое братство» нам оказывает большую помощь в этом, поделилась Ольга Мангуш. Глава Тувы предложил военной кафедре взять шефство над воспитанниками Республиканского кадетского корпуса, а также заверил в готовности содействовать расширению материально-технической базы. Учебный процесс в соответствии с требованиями руководящих документов организуется методом военного дня. То есть, что это значит? Это значит, что студенты прибывают ориентировочно к 8 часам утра, и у них первый час после начала дня военной подготовки отводится на тренировки либо воспитательную работу. На начальном этапе это будет решение организационных моментов. В дальнейшем 6 часов это плановые занятия учебные в аудиториях, либо на улице практические занятия. И 2 часа под руководством преподавателя самостоятельная подготовка. Итого отводится 9 академических часов на занятия. Кафедра будет базироваться в бывшем политехническом институте. Сейчас активно идут ремонтные работы. А также сейчас идет формирование преподавательского состава. Активно проходит агитация среди студентов учреждения. Согласно соответствующим нормативным положениям, начальник военной кафедры уже назначен. Предполагается, что будет еще заместитель начальника военной кафедры. А вот далее 7 человек, это уже штатные преподаватели, они будут набираться из офицеров запаса. Мы сейчас уже тоже по этому поводу дали объявление, принимаем резюме, будем комиссионно этот вопрос решать, рассматривать. Уже очень много желающих. По окончанию вуза слушатели получат воинские звания, а также соответствующие военные билеты. Это отличная мотивация для них, отмечает ректор Тувинского госуниверситета. Ребята смогут продолжить обучение в этом направлении или же работать по контракту. Диана Баембугусерес-Ховалых, телекомпания «Новый век». Участники российского страхового рынка поддержали законопроект Министерства финансов о доступе страховых компаний к врачебной тайне. Принятие нового закона, по мнению страховщиков, снизит вероятность использования мошеннических схем и сделает рынок более прозрачным. А в перспективе может привести к снижению стоимости страховых программ. О поправках в закон об организации страхового дела в России, которые обяжут медиков по запросу раскрывать страховщикам врачебную тайну, стало известно в среду. Поправки уже получили поддержку Центробанка и направлены в профильные ведомства. В пояснительной записке к документу говорится, что сейчас страховщики могут сделать запрос о личной информации клиента только с его письменного согласия. И то в половине случаев медики им отказывают. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 44 копейки, а евро 60 рублей 8 копеек. Впереди реклама, но советую не переключаться. Вернемся в эфир уже через пару минут. Устали от серой зимы? Мы раскрасим вашу жизнь яркими красками. Муниципальный жилищный фонд города Абакана объявляет акцию на готовые квартиры по адресам Крылова 85 и Жукова 89. Стоимость квадратного метра от 33 тысяч рублей. Купить квартиру реально. Главное, не упустите момент. Предложение ограничено. Компания «Дверной арсенал» предлагает сторожевые двери «Бульдорс». Отличная защита вашего дома по доступной цене. КЗУ Аюна Курседи, 54. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Водонагреватель «Электролюкс» объемом 50 литров всего за 4990 рублей. РБТ.ру. Для тех, кто всегда у руля. Для тех, кто ставит задачи и принимает решения. Для самых главных людей на Земле. 15% годовых. Выдающийся кредит для выдающихся людей. Банк Восточный. Центр ремонта «Раликс-Кар» качественно проведет комплексную диагностику, ремонт и регулировку, развал схождения вашего автомобиля. Работает подбор и продажа запчастей. «Раликс-Кар». Мы создаем автокомфорт. Кичилуола 3, дробь 1. Вы смотрите новости, мы продолжаем выпуск. В столице Чеченской Республики завершились чемпионаты первенства России по кикбоксингу. В разделе К1 тувинская команда завоевала 7 медалей. 2 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых. В числе призеров 2 девушки – Вероника Мангуш и Анжелика Кулар. На чемпионате России чемпионом стал Кежик Мангуш, бронзовым призером Сергей Уржак. На первенстве России среди юниоров победителем стал
Дамгак Тарыбчи из Агдавурака. Вторые места в своем весе завоевали Вероника Мангуш из Кызылы, Уран Хирел-Хавалык из Шаганара. Бронзу взяли Ерлан Андар и Анжелика Кулар. Оба спортсмена тоже из Кызыла. Напомню, что в чемпионате России по кикбоксингу принял участие 9 спортсменов из Тувы. В первенстве России за победу боролись 11 тувинских юниоров. Турнир проходил в Чечне впервые и был посвящен памяти первого президента Чеченской Республики. И о еще одном успехе представителей нашего региона. Юные ударники из Тувы выиграли гран-при Красноярского межрегионального фестиваля конкурса ансамблевой и оркестровой музыки. В призовой копилке наших музыкантов также 2 диплома лауреатов первой степени этого фестиваля. Всего в конкурсных прослушиваниях приняло участие 1167 участников из 23 муниципальных образований Красноярского края, Иркутской области, Республик Бурятия, Хакасия и Тыва. В нем от Тувы участвовали 2 коллектива. Ансамбль «Айна» Республиканской основной общеобразовательной музыкальной художественной школы-интерната был отмечен за свое зажигательное выступление дипломом лауреата первой степени. Ансамбль ударных инструментов Кызылского колледжа искусств стал лучшим музыкальным коллективом на конкурсе, получив гран-при Красноярского межрегионального фестиваля конкурса ансамблевой и оркестровой музыки. Весна – это время возвращения не только пернатых странников. Миграции совершают и некоторые виды копытных, например, косуля. К нам в республику на территории Пихемского района животные приходят на зимовку из Красноярского края, но в весенний период возвращаются в родные края. Подробности в следующем сюжете. Уникальные кадры с места зимовки сибирских косуль удалось запечатлеть нашему оператору. Раньше для жизни косули выбирали лесостепь, но с приходом человека животное переместилось в лиственные, а также смешанные леса. Хутинский заказник, в котором косуля проводит зиму, был организован для мониторинга окружающей среды животного мира, проведения научно-исследовательских работ, охраны зимних стоянок морала косули и поддержания оптимальных условий размножения и миграции видов животного мира. В данное время, то есть в марте месяце, в сибирской косули начинается миграция. Она уходит в сторону Красноярского края, урочище Амыл. Заказник Хутинский организован для сохранения животного мира, растительного мира, в том числе видов, занесенных в Красную книгу Республики Тува Российской Федерации. Заказник был организован в марте 1972 года, но только в 2008 году получил статус особой охраняемой природной территории. Его площадь составляет 107 тысяч гектар. Охота на ней строго запрещена. Но, к сожалению, маршруты сезонной миграции животных давно известны не только охотоведам и егерям, но и браконьерам, которые, несмотря на уголовную и материальную ответственность, все равно приезжают за добычей. Круглый год в заказнике проживают егеря, которые следят за обстановкой, а во время миграции косуль в период с 1 марта по 30 апреля проводится усиление охраны. Все для того, чтобы все пережившие зиму косули смогли вернуться в родные просторы. Отметим, что животное уже внесено в Красную книгу Красноярского края с присвоением статуса, неуклонно сокращающейся в численности группировки. Государственные инспектора постоянно находятся на пути миграции косули и проводят учет сибирской косули. Кроме этого, государственные инспектора особо охраняемых природных территорий работают по выявлению браконьеров и правонарушителей. Местные жители с особой любовью и трепетом относятся к животным, обитающим на территории Хутинского заказника. Но в последнее время их тревожит информация о том, что вскоре на границе их особо охраняемой природной территории возможно появится охотничье хозяйство. Каждую весну и осень здесь у нас проходят косули, и на пути их миграции хотят построить охотничье хозяйство. Знаю, что сейчас этот вопрос решается. Я бы хотел обратиться к правительству Республики Тыва, чтобы они не допустили этого. 60 лет я здесь живу, да, вот поэтому вот сказать, как это животные так и были, так и зад-вперед они миграции делают. И думаю, вот год экологии, чтобы наш животный мир все хорошо было.
2017 год объявлен Владимиром Путиным годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Работы в этом направлении, конечно, очень много. В приоритете сохранение тех условий, что уже есть сейчас, и их улучшение. Что касается вопроса создания охотничьего хозяйства, в дирекции по особо охраняемым природным территориям считают, что его создание может навредить популяции сибирской косули, так как оно будет располагаться на пути миграции. Поэтому нам кажется, что создание охотного хозяйства сроком на 49 лет и строительство охотничьей туристической инфраструктуры на основных путях миграции межрегиональной амурской популяции сибирской косули, зимующей в Хутинском заказнике, является не только нарушением закона о животном мире, но и отрицательно повлияет на жизненный цикл данной популяции. Служба по надзору сферы охоты и рыболовства республики по телефону уверили нас, что территория охотничьего хозяйства не будет располагаться на путях миграции и никак не повлияет на популяцию сибирской косули. Но встретиться с представителями службы у нас пока не получилось. Самое главное, что цель обеих организаций – сохранение популяции животных, для того, чтобы сибирская косуля каждую зиму возвращалась в Хутинский заказник. Ника Катина, Лев Маркарян, телекомпания «Новый век». Далее в эфире рубрика «Новости короткой строкой». Глава Чечни Рамзан Кадыров возглавил список самых популярных глав регионов, пользующихся социальной сетью ВКонтакте. К такому выводу пришли эксперты агентства «Интернет-агитация», проанализировавшие страницы губернаторов в российской соцсети. Всего, по данным исследования, активно ведут собственные аккаунты ВКонтакте 6 глав регионов. Помимо Рамзана Кадырова в рейтинг вошли главы Татарстана, Москвы, Подмосковья, Архангельской области и Тувы. Юных исполнителей эстрадной песни Тувы приглашают к участию в конкурсе «Хамнарок-2017». К участию приглашаются дети в возрасте от 6 до 17 лет для представления своего муниципального образования в одной из возрастных категорий. Конкурс «Хамнарок» проводится для выявления и дальнейшего воспитания талантливых юных исполнителей эстрадной песни, способных представлять Тувы в вокальных конкурсах и фестивалях межрегионального, всероссийского и международного уровней. Тува вошла в число 5 российских регионов, население которых не проявляет никакого интереса к призывам протестовать против властей, исходящим от оппозиции как местного, так и федерального уровня. Об этом свидетельствуют результаты исследований, проведенных в преддверии выборов 2018 года компанией MindScan. Как поясняют составители рейтинга, степень оппозиционности того или иного субъекта России определялась соотношением совокупного числа поисковых запросов в Яндексе по представителям вне системы оппозиции в регионе к числу избирателей в том же регионе на 1 января 2017 года. В результате самыми оппозиционными на данный момент являются Санкт-Петербург, Московская и Нижегородская области. На приведение дорог в нормативное состояние 49 регионов получат 10 миллиардов рублей. Постановление о выделении субъектам России трансфертов на приведение своей дорожной сети в нормативное состояние опубликовано на сайте Кабинета министров. Одним из условий выделения этих средств является, что их смогут получить регионы, которым федеральный центр не помогает приводить дороги в порядок в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Согласно постановлению, Республике Тыва выделят 130 миллионов 46,5 тысяч рублей, сообщает «Российская газета». Этим летом тушить лесные пожары в России начнут с помощью искусственных дождей. Метод эффективный, но не применялся более 10 лет. Технология позволяет добиться выпадения дождя через 30 минут после использования спецреагентов. Для этого используют йодистое серебро, жидкий азот или сухую углекислоту. В зависимости от интенсивности осадков дождь продолжается до 50 минут и дает мокрую полосу до 30 километров. Сейчас о погоде. Завтра в Кызыле будет ясно, местами облачно. Температура воздуха ночью -2,0, днем +9, +13. Ветер 3,2 метра в секунду. Атмосферное давление 713 миллиметров ртутного столба. По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране погода пасмурная, без осадков. Температура воздуха утром -2 градуса, днем +2, +7. В Арадане пасмурно, без осадков. Температура воздуха утром -7 градусов, днем +1, +7. На Полке погода пасмурная, снег, ветра нет. Температура воздуха утром -5 градусов, днем -1, -6. В Танзыве пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха утром -5 градусов, днем 0, +5. По всей трассе проводятся дорожные работы. Проезд удовлетворительный. Оператор Енисей также информирует о том, что на некоторых участках трассы М-54 лавина опасна. Будьте осторожны в дороге. На этом выпуск новостей подошел к концу. Посмотреть его вы также можете на нашем YouTube-канале Тувинской единой службы информации. Эфир же продолжит программа «Скажем, покажем». До свидания.